Салем, друзья, меня зовут Алия. Сегодня у нас корн-доги, приготовила сама, осталось 5 штук, но я вам закреплю в комментариях рецепт. Из него входит штук 10, 20, извиняюсь. Очень много. Давайте сразу я поем. Я это приготовила вчера на ужин, на самом деле. А еще у меня новый маникюр. Я забыла губнушку и пудру. Ничего страшного. Ладно. Я просто очень спешу. У меня сейчас собеседование будет в онлайн режиме на одну очень хорошую работу. Как раз я буду загружать это видео, когда буду проходить собеседование. Это очень вкусно. Кто не знает, что такое корн-дог, это сосиски в кляре, по-нашему. Очень вкусный чай у меня. Будет, наверное, не скромно. Я люблю свой чай. Когда мы, например, в гостях у кого-то несколько дней, в деревне или у родителей, я очень скучаю по чаю своему. Не знаю почему. В Америке очень-очень популярны эти сосиски. Помните, кто смотрел фильм «Очень плохая училка»? Я этот фильм, наверное, 100 раз уже пересмотрела. Очень классно, обожаю. И вот тогда там она кушает эти корн-доги. Я помню, то ли каникулы были у нее новогодние. Она сидела на диване и ела их. У них какой-то желтый соус, я не знаю, что это. А то я думаю, блин, я тоже хочу вот так. Я не впервые готовлю, конечно. Очень вкусно. Спасибо вам за то, что вы мне написали приятные комментарии. Мне очень безумно просто приятно. А я запомнила своих зрителей, даже по именам, которые постоянно пишут комментарии. Очень приятно. А у нас кабачковая икра. Кто любит кабачковую икру? Норм. В 4:10 у меня начинается собеседование. Там, короче, еще одна будет проходить. Минут 10 сказали. И в 4:10 я должна зайти. Я буду у бабушки, потому что у нее интернет. У меня его нет. Я хочу, у нас, короче, есть Алтел связь. Там можно взять в центре Алтел, можно взять в аренду такой модем.
ты выплачиваешь в месяц там 5000 тенге, 1000 гигабайтов, что ли, дают. Целый месяц спокойно пользуешься. У моей мамы есть такой интернет. Хочу такой взять себе. Это мой завтрак-обед, потому что я проснулась во сколько? К 9 часам. Отправила сына в садик и легла спать дальше. Должна же я насладиться этими выходными. Очень вкусно. Я, наверное, когда ела последний раз вареные яйца, не помню. Следующий мукбанг будет на казахском языке. Короче, по идее, я же журналистка. И здесь у нас в районе, короче, я живу в районе сейчас, и здесь квартиры дешевле, поэтому я здесь купила. Да и я работала здесь в это время, в прошлом году, когда покупала. И здесь открывали отдел СММ. Меня туда позвали, а я согласилась. По некоторым обстоятельствам, здесь вот это слово к месту, нет ужаснее на свете, напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти. Была какая-то у нас тетенька. И, в общем, я не ладила с ней. Не то, что не ладила, она меня просто обсирала всем, выдавая мою работу за ее работу, за моей спиной. А я люблю молчать, так как родители вечно учили так. И в итоге я ушла. Мне было там некомфортно. Потом я работала в одном месте еще раз СММщиком, в Инстаграм их вела. После чего я работала еще в одном месте. Вот последние 2 месяца работала СММщиком, вела Инстаграм, Фейсбук. Я пишу посты, текст, в основном информационный просто, и выкладываю это во всех соцсетях. Все, больше я ничего не делаю. То есть я не продвигаю эту страницу, ничего, потому что я не знаю, как это делается. Не то, что не знаю, я знаю, но я не стараюсь, что ли. Я не стараюсь придумать какой-то контент. И, в общем-то, мне стыдно где-то говорить, что я СММщица. Потому что, как таковой, я не являюсь СММщицей, я просто журналистка. Я делаю то, что делает журналист. В связи с этим я хочу обучиться. Кучу я вижу курсов в Инстаграме. Курсы СММщика типа.
Пройди курс и зарабатывай столько-то тысяч, а то и миллион. Я хочу их пройти. Надо подкопить и пройти эти курсы. Потом уже полноценно назвать себя SMM-специалистом. Когда идешь устраиваться на работу, уже полноценно говорить: да, я SMM-щик. Ой, еще один огурчик у меня, кажется, есть. Не буду рисковать. В общем, так считаю. Через полчаса у меня я волнуюсь на самом деле, хотя я знаю, что они меня возьмут. Я не знаю, откуда взялась еще одна девушка на эту должность, потому что когда мне вчера позвонили, сказали, в 4 будет первая девушка, и второй будете вы в 4:10. Хотя они мне сами позвонили и предложили работу. Посмотрим, в общем. Сказали, там будет психолог, руководитель отдела, еще кто-то. Будут задавать вопросы. Мне вчера они отправили перечень, как это называется, что я обязана делать, что не должна делать, что входит в мои обязанности и так далее. Я это все прочитала. Вроде бы, все понятно. На русском языке все нормально. Поэтому пожелайте мне удачи, хотя вы будете уже после этого видеть. Вечером увидите, но наверняка сразу не скажут нам результаты, да. Поэтому спасибо, что вы со мной, я вас очень сильно люблю. Пишите в комментариях, чтобы поесть. Кроме хинкали, я не знаю, где их достать. Или просто нет желания пока достать. Просто я один раз попробовала, и там же есть специи. Может быть, я не в том месте пробовала, но мне не понравилось. Простите. Поэтому пока-пока.